эфире рубрика «Чрезвычайные происшествия». В студии работает Ольга Башук. Здравствуйте. Преступная группа из 3 жителей Нерюнгинского района оформляли потребительские кредиты на бытовую и цифровую технику. Для этого они использовали копии поддельных паспортов, которые изготавливали на основе документов бездомных и пьяниц. Мошенники использовали фото этих людей, а остальные данные выдумывали сами. С января 2017 года по март 2018 преступная группа совершила 13 преступлений в Нерюнгри и Алдане. Сумма ущерба составила 1 миллион 600 тысяч рублей. Технику, купленную в кредит, мужчины перепродавали. А фигурантами дела также стали 17 человек, которые передали им свои паспорта. Материалы уголовного дела направлены в суд. На руднике Сары-Лахва и Миконском улусе 11 августа обрушилась горная порода. На смене находилось 16 человек, 15 эвакуировались самостоятельно. 1 человек погиб, тело работника рудника извлекли из-под завалов. В место происшествия прибыл отряд военизированного горно-спасательного отряда рудника в составе 5 человек. Уточняется, что задымленности и запыленности нет. Рудник работает в штатном режиме. В Тамбовской области при столкновении 2 микроавтобусов 5 человек погибли, 8 получили травмы. По информации регионального МВД, авария произошла 10 августа на 139-м километре трассы Воронеж-Тамбов, неподалеку от села Шульгино. По предварительным данным, автомобиль Citroën Jumpy выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с движущимся навстречу автомобилем Fiat Ducato. Стрельба в норвежской мечети в пригороде Осло может быть террористическим актом. Об этом сообщил представитель норвежской полиции. По его словам, подозреваемый высказал приверженность норвежскому политику, который сотрудничал с оккупационными войсками Германии во время Второй мировой войны, а также заявил, что разделяет антииммигрантские взгляды. Напомню, в субботу в пригороде Осло в исламском центре Аль-Нур неизвестный открыл стрельбу в мечети. 1 человек был ранен. Стрелка задержали до приезда полиции. Позднее в доме подозреваемого нашли тело его погибшей родственницы, которую он предположительно убил до стрельбы в мечети. В посольстве России в Осло заявили, что россияне при нападении не пострадали. На восточное побережье Китая обрушился супертайфун Ликима в ночь с 9 на 10 августа. По последним данным, жертвами непогоды стали 22 человека, еще 10 пропали без вести. В городе Вэньчжоу горный обвал блокировал течение реки. В результате более 100 человек оказались окружены паводком. Максимальные порывы ветра в центре атмосферного вихря достигали 52 метров в секунду. От удара стихии пострадали более 3 миллионов человек, разрушены 200 жилых домов. В этом году это уже 9-й тайфун, который достиг побережья Китая. Ожидается, что в ближайшее время Ликима накроет Шанхай. А на Канарских островах объявлена эвакуация из-за лесных пожаров. Сотни людей не могут вернуться в свои дома. По предварительным данным, причиной возгорания стали сварочные работы. Подробнее смотрите в следующем сюжете. Около 1000 человек вынуждены были покинуть свои дома на острове Гран-Канария из-за лесного пожара в воскресенье. Огонь распространился на площади около 900 гектаров и пошел в направлении национального парка Тамадаба на западе острова. Это популярное место у отдыхающих и туристов. Власти, впрочем, говорят, что угрозы для жизни нет. По соображениям безопасности мы эвакуировали 3/4 поселков, поскольку на них сыплется пепел. Но огонь проходит в нескольких километрах от домов. Погасить пламя, которое бушует примерно в 30 километрах от столицы провинции Лас-Пальмас, пытаются 200 военнослужащих. По предварительным данным, причиной возгорания стала искра от сварочного аппарата. Пожар начался по неосторожности, когда кто-то чинил ворота. Опасное занятие в это время года. Подозреваемый уже арестован. С вами была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире.